Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Идреев Тамерлан. Сегодня я представлю вам первую серию из цикла видеоконсультаций юридической клиники Чеченского государственного университета. Тема сегодняшней консультации посвящена процедуре оформления наследства. Порядок оформления наследства, основные правила и вопросы регулируются в части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для того, чтобы оформить наследство, вам необходимо помнить следующие правила. В первую очередь, чтобы начать процедуру оформления наследства, вам необходимо получить свидетельство о смерти умершего. Для этого вам необходимо предоставить в отдел ЗАГСа ряд документов. Это, во-первых, справка с места жительства умершего, во-вторых, справка из местной больницы, которая подтверждает факт смерти наследодателя, и, в-третьих, документ, удостоверяющий личность умершего, как правило, это паспорт. После того, как вы соберете эти документы, вам необходимо обратиться в местный отдел ЗАГСа. Например, если умерший проживал в Грозненском районе, то вам, соответственно, необходимо обратиться в Грозненский районный отдел ЗАГСа. После получения свидетельства о смерти вам необходимо обратиться к нотариусу. Вы обращаетесь, как правило, к нотариусу по месту жительства умершего. В ходе первого визита к нотариусу вам, помимо полученного ранее свидетельства о смерти умершего, необходимо предоставить и некоторые иные документы. Это, во-первых, ваш собственный паспорт, справка с места жительства, а также документы, которые могут подтвердить факт родственных отношений с умершим. Помните о том, что срок обращения к нотариусу, согласно Гражданскому кодексу, установлен в размере 6 месяцев со дня смерти умершего. То есть, если вы пропустите этот срок, установленный законом, то для его восстановления и открытия наследственного дела вам придется обратиться в суд. Поэтому в ваших интересах вовремя обратиться к нотариусу и открыть наследственное дело. На основании предоставленных документов нотариус проверяет их действительность и принимает от вас заявление об открытии наследственного дела. После этого вы начинаете процедуру оформления наследства. В ходе первого визита нотариус, в зависимости от того, какую информацию вы ему предоставите, подготовит для вас перечень, список документов, которые вы должны предоставить ему в ходе второго визита. Как правило, это документы, которые подтверждают право собственности на самое различное имущество, которое принадлежало умершему. Это могут быть и земельные участки, и квартиры, дома, в общем, самое различное имущество. При этом я хочу вас предупредить о том, что при оформлении наследства, помимо того имущества, которое принадлежало умершему, при оформлении наследства, к вам переходят не только наличное имущество, но и его долги. Поэтому, прежде чем начать оформление наследства, внимательно подумайте и взвесьте плюсы и минусы оформления наследства, поскольку часто встречаются случаи, когда долги, которые переходят от наследодателя к наследникам, значительно превышают то имущество, которое вы можете получить в ходе оформления наследства. Поэтому нотариусу вы должны предоставить не только документы, которые подтверждают право собственности на различное имущество, но и документы, свидетельствующие о наличии у наследодателя самых различных долгов. После того, как вы предоставите нотариусу все необходимые документы, подтверждающие право собственности наследодателя, вы переходите к следующему этапу оформления наследства. Свидетельство о праве на наследство наследникам выдается, как правило, по истечении 6 месяцев со дня открытия наследственного дела. Это правило предусмотрено для того, чтобы в ходе этого периода к нотариусу могли обратиться и иные наследники, которые установлены законом. Если по истечении 6 месяцев к нотариусу не обратились иные наследники, нотариус выдает вам свидетельство о праве на наследство, и вы уже можете оформить то имущество, которое осталось после наследодателя, на свое собственное имя. Итак, подводя итоги данной видеоконсультации, я могу сказать вам, что в ходе этой серии я представил вам лишь общие черты и правила, по которым происходит оформление наследства. В зависимости от того, как оформляется наследство, имеется ли завещание у умершего, процедура оформления наследства в каждом конкретном случае бывает различной, и более подробную информацию
об оформлении наследства вы можете узнать у своего нотариуса.